Айнас, а ты бы хотела работать в школе? Нет. Почему? Это слишком сложно. Конечно же, итоговое сочинение. Давай узнаем мнение нашего гостя. А давай. Есть небольшое волнение, ну а так, в общем-то, в ожидании интересного, чего-то очень интересного. Ваш портрет когда-нибудь писали? Нет, ни разу. Какого вопроса вы боитесь? Какого вопроса? Заковыристого? Да так-то особого страха нет. Ну, не знаю даже. Надеюсь, что все будет комфортно. Всем привет! Можете мне позавидовать. Я стою между двумя Данилами, поэтому могу загадывать желание. Надеюсь, что именно мой портрет выберут. А вы что можете сказать? Скажи немного, я буду рисовать маркерами мой любимый роман Дубровский. Я люблю очень литературу и русский язык, и я думаю, что это будет очень интересно. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ой, как интересно. Эльмира Габдрахмановна, здравствуйте, меня зовут Лейла. И давайте я вас сразу же ознакомлю с правилами нашей программы. Все очень-очень просто. Мы задаем вопросы, а вы отвечаете. И в конце вас ждет очень приятный сюрприз. Вы сможете выбрать любой из понравившихся портретов. Как ваше настроение? Замечательное. Отлично. Меня зовут Мадина. А у вас есть нелюбимые правила русского языка или же правила, которые вы считаете бесполезными? Нелюбимое правило русского языка. Их, наверное, даже несколько. Так, какие же правила? Не люблю «тся», вот это, мягкий знак в инфинитиве перед «ся» и в этих личных окончаниях. Некоторые правила кажутся мне не до конца совершенными, потому что, например, нужно подобрать для проверки, так скажем, правописания гласно перед «л» глагол инфинитива, а там мы тоже не знаем, что слышится перед «те». Поэтому вот некоторые есть моменты, которые вот иногда мне не нравятся. Да? Меня зовут Данила. Есть ли в вашем лексиконе слова-паразиты? Как же без них? Приведите пример. Получается иногда. То есть я тоже вместе с детьми живу, и от них уже набираюсь иногда нехороших слов. Бывает такое, да. Спасибо. Меня зовут Айнас. Чему вы учитесь из своих учеников? Очень многому. А чему именно? А чему именно? Вот, ну, наверное, надо брать конкретно. Мой класс 6-й. Это класс математический, а я гуманитарий. И поэтому вот у них я учусь, наверное, вот стремлению к порядку, чего у меня нет, например. Целеустремленности, умению добиваться того, что ты поставил перед собой. Ну и еще вот того, что, ну, не бояться, наверное, этой самой жизни. Да? Вы призер конкурса «Лучший учитель русского языка и литературы этого года». Вы гордитесь собой? Да, конечно же. Я преодолела очень много разных комплексов. Да, потому что я не так, наверное, была уверена в себе, и, в общем, это придало мне вот как раз этой самой уверенности. Я поверила в себя. Да. Вы знаете роман «Жена башмачника»? Жена башмачника? Да. Ой, нет. Вот. А кто это написал? Не помню, честно говоря. Да. Здравствуйте, меня зовут Виолетта. Каких авторов, которые не включены в школьную программу, вы бы хотели, чтобы они там присутствовали? Ну, в последнее время вот я как-то с детьми обсуждаю проблемы толерантности, и вот по этому поводу мне хотелось бы включить в школьную программу рассказ Людмилы Улицкой, например, «Дочь Бухары». Там, где говорится о девочке, которая, у которой синдром Дауна. Таких произведений больше, наверное, и нет в русской литературе, поэтому вот хотелось бы вот этот
рассказ изучать более подробно. Военные дают присягу, врачи дают клятву Гиппократа, а учителя дают обещания? Да нет, мы ничего не обещаем, мы все делаем. Сразу. Обещание это, наверное, самим себе, да, нужно давать обещания, чтобы быть верным своей профессии, любить детей, да. Какого учителя дети любят больше, злого или доброго? Строгого. А вы сама как себя характеризуете? Да как-то мне кажется, что я не строгая, но почему-то дети говорят, что я строгая. Да? Хотели бы вы дружить с собой? С собой? Да. Ну, почему бы и нет? Иногда я веселая, иногда... Ну, наверное, я преданный друг. У меня много друзей. Наверное, они, да, и я сама. Какова главная цель романа «Дубровский»? Цель или идея, наверное, Да, да? идея. Все-таки целью это назвать трудно. Идея показать, к чему может привести человеческое высокомерие, чванство. К сожалению, к трагическим последствиям, когда добрый человек вдруг становится разбойником, да? Нельзя обижать людей. Да, пожалуйста. Меня зовут Амина. У меня тоже вопрос по этой теме. Как вы думаете, кто оказался виноватый в данной ситуации? Дубровский или Троекуров? Вот, знаешь, вот эти вопросы, они как раз считаются проблемными, которые не имеют однозначного ответа. Казалось бы, да, конечно же, Троекуров, да, мы говорим, потому что он не очень хороший человек. Но, с другой стороны, может быть, Дубровскому тоже можно было бы по-другому себя вести, и тогда все сложилось бы не так. Но это была задача автора показать именно вот такое, и мы должны отталкиваться от того, что автор хочет. Но я думаю, для автора все-таки вина лежит на Троекурове. Спасибо. Да. Если бы вы были министром образования, то что бы вы изменили в школах? Ну, может быть, я сменила бы систему оценивания. Мне не нравится вот эта 5-бальная шкала оценок, отметок. А на какую бы изменили? Ну, накопление баллов. У вас есть школьные любимчики? Ну, кто же в этом признается, во-первых. Во-вторых, мне кажется, нет. Я действительно всех люблю. Вы же очень разные. В каждом из вас какая-то своя вот изюминка. Да. Что чувствует учитель, когда ставит двойку ученику? Когда как. Иногда я понимаю, что это для ученика будет болезненно. Потому что тоже дети очень разные. Ну, приходится. Иногда это происходит как-то незаметно для меня. Если вот письменной работой, я очень тяжело ставлю двойку, когда вижу, что ребенок очень творчески подходит к этой работе, но много-много ошибок. Тогда я ставлю обычно 2 оценки. За 5, например, и 2. Ну, вот как-то пытаемся выбраться из этого положения. Да? Какое бы произведение вы переписали? Ой, переписала. Заменили бы один элемент, не знаю, сюжетный ход. Сюжетный ход, концовку, да? Хэппи-энд. Бедную Лизу, наверное, да? Зачем Лиза пошла топиться? Не нужно было этого делать. Мальчики иногда бывают такие нехорошие. Но ты еще, наверное, не читал «Бедную Лизу». Ну, прочитаешь тоже, наверное, захочешь изменить эту концовку. А что там произошло? Ох, девушку обидел молодой человек. И она не выдержала и покончила с собой. Нехороший конец. Да? Когда у вас плохой день, как вы справляетесь с учениками, которые вас не слушаются? Когда раньше, может быть. Сейчас уже вроде как все слушаются. Ну, бывает, да. Вчера только у меня вот такой небольшой был конфликтик. Как справляюсь? Иногда не справляюсь. Бывает и такое. Но стараюсь как-то разрешить этот конфликт. Обычно ученик не слушается по какой-то причине. И, наверное, даже я могу быть виноватой в этом.
ну, решаю эту проблему просто. Какие у вас любимые цитаты из книг? Или цитата? Цитата. Почему-то у меня последняя цитата из Евгения Онегина. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Ну, на самом деле, много цитат, да, и каждому случаю они, наверное, свои. А сказать, что любимое, трудно. Как вы думаете, почему именно Пушкина называют солнцем русской поэзии? Ведь были же и другие писатели. Ну, потому что он солнце русской поэзии. Он сама гармония. Ну, такие же и другие. Для меня он совершенен. Он сам гармоничен, да. Спасибо. Ну, потому что солнца много не бывает. Солнце должно быть одно, да. Какого бы писателя хотели бы пригласить себе на урок? Александра Сергеевича Пушкина, да. Ну, еще бы я Маяковского хотела к себе пригласить, поэта, ну, мне интересно было бы с ним поговорить, да. Какие ваши любимые зарубежные писатели? Маркес, «100 лет одиночества», моя любимая книга. Селлинджер, «Над пропастью воржи», да? Да. Как связано рисование, а как называется писание поэм? Со словесным искусством. А как связано рисование со словесным искусством? И там лежит создание образа. Вы создаете образ, писатели создают образ. То есть образность. Какой литературный персонаж больше всего похож на вас, по вашему мнению? Пеппи длинный чулок. А по мнению ваших учеников, как вы думаете? Что? А по мнению ваших учеников? Надеюсь, не Шапокляк. Не знаю даже. Не представляю. Да. А почему вы себя ассоциируете с ним? Шапокляком? Нет, не ассоциирую. Просто я боюсь быть шапокляком. Хочется делать все не так. Но учителям не всегда это можно, поэтому похулиганить люблю. Мой класс 6-й. Это класс математический, а я гуманитарий. И поэтому вот у них я учусь, наверное, вот какого-то вот стремления к порядку, чего у меня нет, например, да, целеустремленности. И еще вот того, что, ну, не бояться, наверное, этой самой жизни. Как вы думаете, оценки самое главное в жизни? Да нет, конечно. Это самое-самое не главное. Да? Сейчас вы преподаете учителем. Как вы сами учились в свои школьные годы? Ну, я не была отличницей. А у меня было много четверок, и мне всегда, помню, на собраниях маме говорили, она может лучше. И каждый раз мама приходила и отчитывала меня, почему ж ты не учишься в полную силу. Я стала сознательно относиться к учебе, наверное, только где-то на 4-м курсе института. Как это неожиданно было бы. Но вы сейчас взрослеете раньше. Приходит осознание обычно сейчас к детям раньше. А как вы вели себя на уроках? Ну, по-разному. Врать или правду говорить? Ну, здесь уж можно правду. Да. По-разному. К сожалению, избегала с уроков тоже. И даже была наказана, выговор получила как-то. Ну, я сбежала там, конечно, не одна. Сбежала полкласса. И нас чуть не так скажем, не исключили из списка тех, кто поедет в Мариуполь на экскурсию. Ого. Да, но пожалели. Что вас привело к пути становления учителя? Ну, мне, наверное, нравились учителя. Это всегда учителя являются примером для подражания. И вот обычно ученики выбирают эту профессию благодаря своим кумирам. Люция Талыповна, Гузель Загитовна, Рима Рахметовна. Очень много учителей, на которых я хотела быть похожей.
Многие ученики выбирают свою такую траекторию обучения как олимпиаду. То есть они планируют поступать по олимпиадам, много к ним готовятся. Вот. Но часто из-за этого у учеников не хватает времени, допустим, на то, чтобы посещать уроки или готовить домашние задания. Как вы к этому относитесь? Ну, мне кажется, из крайности в крайность никогда не надо переходить. Олимпиадное движение, оно должно идти же как бы еще, для твоего удовольствия. Оно не должно использоваться как самоцель, потому что есть много всего хорошего. Вам нравятся ученики, которые мыслят нестандартно? Очень. Я их всегда стараюсь как-то поддерживать. Как вы относитесь к клише и плагиату в искусстве? Ну, конечно, отрицательно. К сожалению, и в школе вот недостаток ЕГЭ в том, по русскому языку, что дети начинают писать по клише, вот сочинений, для того, чтобы избежать ошибок. Я против этого, конечно, но иногда бывает так, что видишь, что ребенок очень старается, а у него не получается, и тогда, может быть, закрываем глаза. Хотя это неправильно. Да? А что вам больше нравится преподавать, русский язык или литературу? Литературу. Почему? Ну, потому что там больше творчества. Дети ярче раскрываются. Вообще такие интересные философские беседы бывают на уроках русского языка. Я иногда своим друзьям говорю, ну вот посмотрите, то есть в чем я вижу плюс своего тоже учительства, да? Кого из вас так подолгу могут слушать? То есть у нас есть возможность самовыражаться очень-очень много раз. Да. Любите ли вы сюрпризы? Люблю. Но их почему-то мне не так много. Дети, наверное, бывают, да, очень интересные сюрпризы. И родители, например. О каком подарке вы мечтаете? О каком подарке? О каком подарке? Да и не мечтала как-то. Как вы относитесь к сленгу и знаете ли пару современных слов? Я даже им пользуюсь и даже на уроках. Но предупреждаю ребят, что когда нужно что-то делать официально, их нужно избегать. Ну, в общем-то, они нужны иногда как-то, чтобы, наверное, разрядить обстановку, как-то сделать веселее урок и так далее. Как вы считаете, с каким писателем было бы скучно пообщаться? Скучно. А с каким весело? Да простит меня Лев Николаевич Толстой. Мне кажется, он очень, ну, как сказать, по жизни-то такой морализатор. Любит, чтобы в человеке все было правильно. Я немножко не такая. И мне, наверное, было бы немножко скучно. А с кем весело? С Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. Мне хотелось бы поговорить, как к нему удалось написать такое замечательное произведение, как «Мастер и Маргарита», которое остается современным и в наше время. Да, Мадина? Снились ли вам сны, которые вы запомните позже на всю жизнь? Ну, в последнее время мне снится мама, которой уже нет. И этот сон, да, со мной. Мне как-то хорошо в этом сне, поэтому я хочу его помнить, как и маму. Да. А вы верите в Деда Мороза? К сожалению, нет. Хотелось бы. Я верю в то, что судьба дарит подарки иногда, неожиданные. Но это, наверное, есть Дед Мороз. Да? Где можно найти идеал в искусстве? О, идеал в искусстве? Это такой вопрос-то проблемный. Очень. Идеал в искусстве. Ну, он у каждого, во-первых, опять же, свой идеал, да? Так же, как и красота для каждого по-своему. Поэтому, наверное, такого понятия, как идеал в искусстве, не существует. Какая была самая оригинальная шпаргалка, которую вы забрали у ученика? Да, ну, чтобы я сама забирала, таких интересных шпаргалок, наверное, не было. Были обычные, но просто знаю такие факты. Вот, когда я же еще являюсь и организатором на ОГЭ, на ЕГЭ. Дети
придумывают, изощряются так, что это приносит вред даже здоровью. Помню, девочка шпаргалки наклеила себе на руку скотчем, и потом у нее рука посинела аж. Представляете? Не делайте ни в коем случае такого. И она боялась что-то делать, как-то сказать об этом. Чуть не привело это к трагедии. Вы часто нуждаетесь в любви близких? Ну, я знаю, что она есть, прям чтобы нуждаться. Ну, когда она есть, я ее чувствую, я в ней не нуждаюсь. Нуждается в том, чего нет, а это у меня есть. А было, когда вы одиноки? Когда чувствуешь себя одиноким, наверное, Да. каждый человек иногда чувствует себя одиноким. Я чувствую себя одинокой, когда у меня какая-то проблема, такая неприятность, и мне не хочется это вываливать на своих близких, и я ее переживаю одна. Например, в «Учителе года» участвую не первый раз. То есть у меня уже был опыт. И там я провалила, в общем-то, урок. У меня проблема там по времени я никогда не успеваю. Начинаю размахиваться на большое, и в итоге я даже половину того, что хотела, не дала. Ну и, в общем, сам факт того, что я не прошла на следующий этап, для меня был такой болезненный. И помню, с мужем мы были дома, мне хотелось, чтобы он ушел. Вот я помню вот это состояние, потому что я не могла при нем показывать свои эмоции, и мне надо было, чтобы он ушел, и я поплакала в волю. Вот такие моменты бывают, наверное, тоже у каждого. Да. А как вы познакомились со своим супругом? Познакомились у друзей. Потом мы еще 3 года встречались, были друзьями долгое время. Поэтому не сразу, так скажем, у нас все сложилось. А как вы поняли то, что любите друг друга? Поняла, когда поссорились. И оказалось, что мне его очень-очень сильно не хватает, что имеем не храним, потерявши плачем. Ну, сейчас я понимаю, что по-другому быть не могло. Да. Тяжело совмещать личную жизнь с работой, и что у вас преобладает больше? Бывают такие моменты, да, авралов у нас много. Ну, а в основном нет, не тяжело. Мы 28 лет живем с мужем и как-то вот привыкли к распорядку друг друга, и поэтому особо нет трудностей, не вызывает. Хотя я вот недавно стала садистом, вы знаете, да, то есть садоводом, любителем, и в мае мне очень сложно вот совмещать стремление поехать в сад с работой. Какая ваша любимая еда? Еда? Да. Итальянская. Разные пасты с морепродуктами. Очень люблю. А вообще, люблю легкую еду. И вкусную. Не люблю жирную. Да. У вас есть дети? Как их зовут? У меня есть дочка, ее зовут Камила. Ей 25 лет. Она работает на машиностроительном заводе. Закончила она физтех, потому что я не очень хотела, чтобы она пошла по моим стопам. Но в итоге через 2 года она поступила на немецкую филологию после физтеха. А почему вы были против, что наоборот же некоторые хотят, чтобы они, допустим, мама врач, все, ты тоже должна быть врачом? Ну, наверное, это может быть тот вопрос, который иногда у меня возникает, а что бы я делала, если бы не стала учителем русского языка и литературы? Может быть, жизнь моя была интереснее? Но это изредка возникает этот вопрос. Но все-таки как будто я вот хотела с другой стороны, чтобы она посмотрела на этот мир. В общем, она, конечно, гуманитарий. Но вот то, чего во мне нет, я хотела в ней. В общем, чтобы она была как-то... Жизнь у нее была четче, понятнее. Врать или правду говорить? Ну, я не была отличницей. А у меня было много 4, и мне всегда, помню, на собраниях маме говорили:
она может лучше. И каждый раз мама приходила и отчитывала меня. Почему ж ты не учишься в полную силу? Я стала сознательно относиться к учебе, наверное, только где-то на 4 курсе института. А вы играете на музыкальных инструментах? Когда-то играла на флейте, но это было очень давно. А какую музыку вы слушаете? Вообще, я заметила, что учителя не очень любят громкую музыку, да? Хотя у меня муж меломан, и он в основном слушает рок. И благодаря этому я тоже слушаю рок. Вот. Я ему так доверяю, что и уже, наверное, как говорят, муж и жена от нас стана, да, что и мне уже нравится то, что ему нравится. Ну, а вообще мне Фредди Меркьюри нравится. Куин. Понятно. Какая группа из рока вам нравится? Вот я как раз сказала, Фредди Меркьюри, Куин. Как вы относитесь к AC/DC? Нормально. Можете сказать, какой трек вам больше всего Ой, нравится? нет, я, честно говоря, боюсь, что не назову, потому что с английским у меня туговато. Да там несложные названия. Да я знаю. Да и не то, что... Да, и название я не знаю. Я просто слушаю, наслаждаюсь. Да. Спросили про персонажа, а я спрашиваю про книгу. Если бы вы были книгой, то тогда какой? Ой, какой книгой? Обломов. К сожалению, часто вижу в себе обломовщину. Но ты еще, наверное, не читала Обломова, да? К сожалению, там герой очень много времени проводит на диване. Я, конечно, может быть, и немного времени провожу на диване, но у меня вот все равно находятся свои диваны. Не такие мягкие, но я их выбираю иногда. Что вы имеете в виду под диванами? Ну вот, это причина для лени, а их много бывает. Каковы главные грехи учителей? Ой, грехи именно учителей. Может, мы иногда свысока смотрим и пользуемся своей властью? Не знаю. Ну, наверное, вот что-то есть в этом. Хотим, не хотим этого, но происходит. Какое ваше самое яркое или самое любимое воспоминание из детства? Самое любимое. Самое любимое. Я, наверное, очень любила, когда приезжала моя сестра. Каждый раз вот это ожидание чуда какого-то помню. У нас через огород протекала речка. И даже ручеек, можно сказать. И вот мы любили брать корыто. Раньше были такие железные корыта. Вот садились на это корыто и плавали по этой речке. Вода была студеная, мама всегда ругалась. Но это было вот такое удовольствие, которое не передать словами. В общем, когда ты плывешь и сама еще что-то пытаешься как-то грести. Вот. Когда-нибудь из-за вас дрались мальчики? Да. Дрались. Было такое. А вы этим горды? Рассказать? Ой, а вдруг эти персонажи увидят эту передачу? Не хотелось бы как-то ставить их в неудобное положение. Был мальчик, который меня очень любил, и он приходил смотреть в окна. То есть я даже не знала, когда вот произошла драка, я даже не знала, кто дрался. То есть потом уже узнала, что, оказывается, вот, ну, в общем, раскрылась эта тайна только после того, как они подрались. А кто вам это рассказал? А их друзья. Вам казалось то, что вы уделяете больше времени своим ученикам, чем и своей дочке? Казалось. И она иногда ревновала. Да, говорила. А что вы на это ей говорили? Да что ты, моя доченька, дорогая моя. Существует 3 типа филологов. Одни, когда видят ошибку, очень сильно расстраиваются, другие злятся и норовят исправить, а третьи просто смеются. К какому типу вы себя относите? У нас все 3 ипостаси. Бывает по-разному. Иногда расстраиваемся, иногда смеемся, иногда пытаемся как-то найти виноватого и находим иногда в себе. Да. Какая ваша любимая героиня в литературе? Маргарита. А почему? Ну, она ничего не боится. Ради любви готова на все.
А как вы относитесь к любви Маргариты? Она же такая неоднозначная. А почему? Ну, допустим, ее отношения с мастером. Она много делает для них, вкладывается. Ну, мастер, он скорее более пассивен. Вот. А Как что вы- делать? Любишь ведь не за что-то, а просто любишь. На какие темы вы не могли разговаривать с родителями? Со своими. Да. На многие. Мама у меня уже родила меня, будучи очень взрослой. И поэтому я ей немного рассказывала, но она даже, честно говоря, и не спрашивала. Хотя ну, мы любим друг друга. Это не говорит о том, что мы не любили друг друга. Но вот открытости такой особой не было. Как вы справляетесь с плохим настроением? Ну, пытаешься отвлечься. Вообще есть тренинг такой, знаете, наверное, да? Нужно повторять оранжевый, оранжевый апельсин очень много раз. Даже бывает такое помогает. То есть смотря с чем это связано. А Бывает что у просто. вас вот, может вызвать плохое настроение? Может, что-то на вас давит, там, случившееся в школе? Ну, обычно настроение особо от проблем-то и не зависит. Оно само по себе почему-то то появляется, то исчезает. Хорошее настроение. Замечательно, когда вообще хорошее настроение. Я стараюсь это в себе поддерживать. Ну, не думать о плохом. Вы верите в чудеса? Верю. И они происходят. Когда-то в молодости я пошла в мечеть. Хотя я не могу себя назвать вот таким уж верующим человеком. Пошла в мечеть, и вот когда я вышла оттуда, там сидела бабушка, просила милостыню. Но у меня, в общем, ну, не могла я ей не дать. Залезла в свой кошелек, а там оказалось, что 5 рублей. Тогда эти деньги были большие. Это всего лишь одной бумажкой было 5 рублей. И передо мной стал выбор отдать их. Тогда мне самой, я была студенткой, жила в общежитии, и тогда мне самой будет не на что жить. Или пройти все-таки. Но я отдала ей эти деньги, и потом, придя домой, я обнаружила, что у меня в кошельке есть еще одно отделение, и в этом отделении я нашла 5 рублей. Представляете? Такое было. У вас есть любимые вещи? Какие именно? Ну, одежда. Одежда? Джинсы? У меня была мысль прийти сегодня в джинсах, но не решилась. В Понятно. школе учителям разрешают ходить в джинсах? Нет? Ну нет, все равно же дресс-код должен быть какой-то. Нужна ли школьная форма? Скорее всего, так. Да, мне нравится, когда дети в форме. Главное, чтобы она была удобной, комфортной, а так она как-то вот дисциплинирует и чувство такой сплоченности. А о чем вы жалеете? Я... Ну, это, наверное, не то, что сожаление, а просто вот действительно хочется, как будто вот, ну, проживаешь одну жизнь, а хочется много жизней. Еще вот желание быть медиком во мне, как будто не реализовалось. Вот такое немножко сожаление бывает. Но потом, ну это же вот как у Толстого диалектика души, то есть в одну и ту же секунду мы можем сожалеть, радоваться, быть удовлетворенными и тут же задавать вопросы, почему, зачем. Эмира Габдрахмановна, я предлагаю вам сделать селфи общую. Делаем селфи? Да. Давайте. Встали. Вообще, я заметила, что учителя не очень любят громкую музыку, да? У меня муж меломан, и он в основном слушает рок. И благодаря этому я тоже слушаю рок. Как говорят, муж и жена от нас стана, да, что и мне уже нравится то, что ему нравится. Ну а вообще мне Фредди Меркьюри нравится. Какого цвета для вас счастье?
Ну, я, наверное, уже ответила ранее на этот вопрос. Вот в тренинге, да, оранжевое апельсины, мне кажется. Счастье, оно такое оранжевое. Эльмира Габдрахмановна, спасибо вам большое. Сейчас я предлагаю вам рассмотреть наши портреты и выбрать один понравившийся. Хорошо. С удовольствием. Ой, как здорово. Сегодня я не придумала ничего необычного, и портрет получился не очень яркий. Мне очень понравилось общение с ней. Она была очень открытая, честная и, в принципе, веселая. Гость оказался интересный, и литература один из моих любимых предметов. Мои любимые произведения – это Дубровский, а также «Жена башмачника». Какая я здесь строгая. Ой, а здесь веселая. Почему-то всегда изображаю людей с улыбкой, и мне говорят, типа, ой, здесь я такая веселая, но это, наверное, моя фишка, и, в принципе, я ее увидела как очень веселым человеком. Существует очень много стереотипов про учителей, но после нашей сегодняшней героини я абсолютно пересмотрела свое мнение об учителях. Сегодня мне все понравилось, так и очень было интересно побеседовать на такие темы, потому что мне нравится литература. Ну, я тут ее изобразила, как она проверяет домашние задания учеников. Я собираюсь поступать на журналиста, а для этой профессии нужно знать русский язык чуть ли не в совершенстве. На портрете я изобразила героиню и летающие книжки, но на камере это, скорее всего, не видно. Несмотря на то, что я в 11 классе, я всегда общалась с учителями из позиции ученика. То есть мы обсуждали какие-то темы, какие-то задачи. А сегодня представилась такая необычная возможность пообщаться с учителем на равных. На портрете я показала две стороны фона. Первая часть – это школьная жизнь нашей героини, и вторая часть – это место действия нашей программы «Портрет». Вот. А саму героиню я оставила белой, потому что ее душа такая же светлая. Класс. Ой, я даже не знаю, как мне все нравится. Такие вы увидели мои все стороны. Что ж делать-то? Ну, все-таки, наверное, Лейлы. Ого! Я очень рада, что Эльмира Габдрахмановна выбрала именно мой портрет, и это очень круто. Спасибо всем, ребят, большое. Мне очень понравилось с вами общаться. И я думаю, что это еще одно будет воспоминание в приятной моей жизни. Всего хорошего, да? До свидания. До свидания. Провести урок, наверное, намного проще, чем побывать вот на этом кресле. Потому что ведешь урок, ты задаешь вопросы, а здесь тебе задают вопросы. И они вопросы действительно очень неожиданные. Хотя я своим детям тоже люблю задавать неожиданные вопросы. Но, в общем, мозг кипел.